землю выделили и начинают строиться. А потом говорят в чистом поле: у меня нет воды, у меня нет газа, у меня нет света. Вопросы инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков в муниципалитетах обсудили в Магасе на совещании главы Ингушетии. Доходная часть Назрановской районной казны на 2021 год составила 334 миллиона 668 тысяч рублей. Грамотное распределение и освоение. В Яндере прошли публичные обсуждения проекта бюджета Назрановского района на ближайшую трехлетку. Роспотребнадзор напоминает, к примеру, карамель не рекомендована для детского питания. 10 дней до Нового года. Атмосфера праздничная, но бдительность не теряем. Роспотребнадзор проверяет качество новогодних подарков и пиротехники. Другого выхода мы не видим. Как бы укрепить вот этот берег? Вот еще раз, если пойдет такая мощная волна воды, он может просто дорогу снести. Строительный мусор для укрепления берегов реки Кенч. Легко, но законно ли? Почему в Икажеве прибегли к такому методу? С 1 ноября 2020 года введен на нашей территории, нашей республики, новый специальный налоговый режим – это налог на профессиональный доход, так называемый самозанятый. Сроки уплаты имущественных налогов истекли. Что теперь ожидает должников и будут ли послабления? На телеканале «Ингушетия» время новостей. Добрый вечер. Глава региона Махмуд Али Калиматов вошел в состав Госсовета Российской Федерации, который утвержден сегодня по указу Владимира Путина. В обновленный состав включили почти всех руководителей северокавказских регионов, кроме Дагестана. По словам секретаря Госсовета Игоря Левитина, современный состав Госсовета отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям. Так, одной из важнейших целей деятельности Госсовета будет реализация принятых поправок в Конституцию. Другим указом президент утвердил вопросы Госсовета и структуру, которая включает в себя президиум и 18 комиссий. Глава Ингушетии провел совещание по вопросам инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков в муниципалитетах. На встрече отметили, что часть земель выделят малоимущим семьям. Все еще актуален в регионе вопрос о необходимости регистрации прав на объекты недвижимого имущества, не состоящие на учете, выявляются путем поадресного обхода. Подробности в нашем материале. По словам министра имущественных и земельных отношений региона Магомеда Гадаборшева, анализ проделанной работы в разрезе городов и районов республики с июня по декабрь текущего года демонстрирует повышение количества зарегистрированных земельных участков и объектов капитального строительства. Также отметили, что существенным препятствием в оформлении является кадастровая ошибка. Между тем, Махмуд Али Калиматов заявил, что по завершении проводимой сейчас инвентаризации госземель 30% из них будут отведены для решения острого социального вопроса, который стоит уже на протяжении нескольких лет в республике. Это выдача земель малоимущим, стоящим на очереди. Строгий спрос будет с гор райглав. И если вы не наводите там порядок, возникают вопросы в последующем. Потому что вот землю выделили и начинают строиться. А потом говорят в чистом поле: у меня нет воды, у меня нет газа, у меня нету света. Вы же, когда в землю-то вот он строить начинает, подойти надо сказать: слушай, вот ты строишься, а вода у тебя где? Газ где? Он вон 300 метров там, километр там. Самовольное подключение, тащит электроэнергию. Потом газ. А это ведь источник повышенной опасности. Электроэнергия, газ. Люди гибнут. Если мы порядок не наведем, не можем развивать, мы ни сети не можем, ни воду подать нормально можем. Земля стоит, и вот объект стоит, 20 лет стоит и плевать. Слушайте, нет, давайте, забирайте. Ищите, кто и чей это. Мы на торги выставим эти участки, некоторые будем продавать, а за счет этих вырученных денег будем подводить сети. Пока вы не дойдете до того, что в юридической плоскости вы не будете работать, у вас никогда не будет порядка.
И всегда к вам будут вопросы. Также в ходе совещания отметили, что в результате проведенной на федеральном уровне руководством республики работы региону выделена финансовая поддержка на оплату просроченной кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам. Средства в размере более 423 миллионов рублей уже поступили в региональное министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам, на оплату услуг ЖКХ и лекарственному обеспечению. Мы закрыли с 15-17 года все социальные вопросы. Мы и Минфин России обговорили. Сперва мы все будем закрывать долги по социальным вопросам. Женщины, дети, старики, репрессированные. А то друг другу поназанимали, расписки дали, набрали фальшивых свидетелей, идут в суд. Они думают, что это на государство вешают. Эдл Ахмадиз. Слушайте, это деньги, которые не достанутся дедушке, ребенку, многодетной матери, нашей бабушке. Вот это деньги. Думаешь, ты это своровал и все, что ли? Да ничего подобного. Просто их выплачивать не буду. Сегодняшний вопрос, он предполагает нам наполнение бюджета, доходов, которые мы можем регулировать и на стариков, и на детей, и на больницы, и на учителей. Мы много чего можем сделать. В завершении совещания руководитель региона подчеркнул, что контроль над решением по объектам недвижимости будет усилен, а ответственным по реализации плана инвентаризации с января следующего года назначается первый вице-премьер правительства Ингушетии Олег Фурсов, который лично в постоянном режиме будет докладывать о ситуации главе субъекта. Хази Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. В Яндаре прошли публичные обсуждения проекта бюджета Назрановского района на ближайшую трехлетку 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Присутствовали депутаты местного самоуправления, главы и жители сельских поселений. Особое внимание уделили распределению дотаций в части, касающейся социальной сферы и не только. Репортаж Зелимхана Калоева. Чтобы финансы неожиданно не начали петь романсы, важно уже сейчас определить и распределить бюджет. Причем нужно сделать это грамотно и прозрачно. Доходная часть Назрановской районной казны на 2021 год составила 334 миллиона 668 тысяч рублей. Из них собственные доходы 105 миллионов, а безвозмездные поступления из федерального центра порядка 230 миллионов. На публичных обсуждениях рассматривают проект бюджета на грядущий год и плановый период 22 и 23 годов. Всего в Назрановском районе 9 сельских поселений. Начиная от Али-Юрта, Яндари, заканчивая Барсуки и Кантышево. Все они также получат дотации. Али-Юрт, значит, сельское поселение 7 миллионов 731 тысяч 200 рублей. Барсуки 4 миллиона 743 тысячи 400 рублей. Гази-Юрт 3 792 600. Далаково 6 миллионов 770 тысяч 500 рублей. Кантышево 10 миллионов 427 рублей. Плива 3 миллиона 682 тысячи рублей. Сурхахи 13 миллионов 317 тысяч 200 рублей. И Кажево, значит, 15 346 и 3. И Яндари 7 миллионов 116 тысяч 700 рублей. Всего получается, как я ранее говорил, 72 миллиона 926 тысяч 900 рублей. Еще до начала публичных обсуждений депутаты Назрановского райсовета изучили все характеристики, сделали замечания, внесли изменения, чтобы равномерно распределить бюджет по всем направлениям. Речь идет о социально-экономической сфере. ДН чидела архитектура идуал. То не цацы программе да программа культуры, развития культуры, программа развития спорта, я же где-то в программе. Назрановский район дотационный, но бюджет не дефицитный. Это значит, что все запланированные расходы на различные сферы в должном объеме профинансируют. В зале присутствуют в основном главы сельских поселений, депутаты и жители. Хоть последних и не так много. Бимбулата Китиева больше заботит то, чтобы в рамках проекта депутаты предусмотрели возможность увековечения памяти героев России и Советского Союза в своем районе.
И нагасана шей средств в бюджете нагасана ситуации Тимур Хайуцер я говорю, они как всегда штайожи дотационные деньги не хватает они в курсе событий тездух дополе силу социальных исходя из этих побуждений Аль-Ганхуга Дихердера отдают вопрос на уровне или президента главы республики, то есть Калиматова или на уровне председателя правительства, а глава района Цани, надо говорить, как лучше быть худоуш. Депутаты обещали принять к сведениям эту информацию. Собравшиеся напомнили, что главная проблема в приросте бюджета – это теневые бизнесмены, которые не платят своевременно налоги, тем самым приостанавливают темпы развития. Для решения этого вопроса создадут спецкомиссию. К слову, после публичных обсуждений проект бюджета Назрановского района депутаты должны утвердить на очередном заседании. Зелимхан Калоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. Праздничная новогодняя атмосфера чувствуется во всех городах региона, но посещение торговых центров и павильонов сопровождается рядом обязательных антиковидных мер безопасности. Помимо этого, в центре внимания проверяющих органов также срок годности и условия хранения новогодних подарков и пиротехники. Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам Назрани. Об итогах проверки Хава Газикова. Как выбрать для ребенка сладости под елку, Роспотребнадзор напоминает. К примеру, карамель не рекомендована для детского питания. Лучше выбрать зефир или пастилок. Также ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами. Их использование в питании детей тоже не рекомендуется. Да только покупают подарки, как правило, без разбора. В преддверии праздника сладкими подарками заставлен, можно сказать, каждый торговый уголок. Родители и особенно дети в первую очередь смотрят на красивую блестящую упаковку. Однако состав новогоднего набора тоже немаловажен. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют срок годности продукции, а также наличие упаковок на игрушках. Дядя, упаковка лесу. Пакетик должен быть. Нет, пакетик какой-нибудь, чтобы соприкосновения не было. Вы прекрасно знаете, где мы берем упаковку. Там все мусор выбрасываем. А мешок гулять. Вот эти упаковки надо сохранить. Да. Сохранить лилии. Нельзя продавать. В предпраздничные дни сотрудники Роспотребнадзора особенно внимательны. Проверки торговых точек с новогодними подарками, как правило, проводят ежедневно. Случаев отравления сладостями немало, и лучше заранее проверить продавцов на наличие просрочки и сопроводительных документов. Предприниматели такой проверки не особо рады и просят не открывать подарки, если можно сразу открыть коробки, откуда они брали продукцию. Сотрудники открывают подарок за подарком и присматриваются к каждому товару. Продавцы уверяют, что некачественных или просроченных просто не может быть, ведь они лично упаковывали каждый набор. У нас тут кружка. В пакете как и должно быть упаковки своей фирменной. Дядя, иди сертификаты на эти игрушки. Кяхтажды. И такие отговорки комиссия слышит в каждом магазине. Как правило, нарушения одни и те же. Обойдя большинство точек, вердикт специалистов сегодня не в пользу предпринимателей. По данным выявленным нарушениям будут проводиться административные мероприятия и привлекаться к административной ответственности. По итогу рейда были выявлены нарушения, что у реализаторов отсутствуют сертификаты соответствия, декларации. В некоторых моментах выявлены просроченные продукция. Также реализаторы реализуют подарки, а именно игрушки без упаковки, то, что является нарушением. Куда лучше обстоят дела с продажей пиротехники. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что продавцов такой продукции без сертификата в этом году поубавилось. Связано это со штрафными санкциями. Покупать пиротехнику лучше в специализированных магазинах, которые торгуют ей круглый год, но в Назрани таких можно пересчитать по пальцам одной руки. К примеру, в этом магазине по улице Чеченской все требования соблюдаются. Инструкция на товарах на русском языке, необходимая документация есть. Данные пиротехнические изделия, они делятся на 5 классов опасности. Для того, чтобы реализовывать вот эти первые 3 класса опасности, наличие лицензии не нужно.
В случае, если продавец либо индивидуальный предприниматель, юридическое лицо хочет реализовывать остальные два класса опасности, ему необходимо наличие лицензии. Сегодня мы по тем товарам, которые мы сегодня проинспектировали, мы можем сказать, что мы ежегодно проверяем данный магазин. Мы видим, что на каждый товар имеется вся необходимая информация о данном товаре. В Роспотребнадзоре напоминают, нужно быть особенно внимательными, чтобы подойти к Новому году не только с хорошим настроением, но и здоровьем. Хава Газикова, Магомед Бела, Киев. Новости 24. Берегоукрепление с помощью строительного мусора. Прибегнуть к такому оригинальному решению проблемы решили жители селения Икажево. Так они защищаются от выхода из берегов реки Кенч. Мнения муниципалитета и экологов относительно этого метода разделились. Последовал штраф от Минприроды. А жители оправдываются планами по благоустройству прибрежной зоны. О противостоянии закона и вынужденной меры. Репортаж Дианы Дударовой. Это не горы снега заполнили береговую линию реки Кенч в Икажеве, а чернозем, который высыпали местные жители. А совсем рядом строительный мусор, который сегодня тоже скрылся под белым покрывалом. Именно за это отдел надзора Минприроды оштрафовал местную администрацию на 150 тысяч. С такими действиями министерства представители муниципалитета не согласны. Нарушение водоохранной зоны представители Минприроды выявили по улице Гагиева. Землю высыпали с благими намерениями, заявляют местные жители. К весне планируют благоустроить прибрежную зону, посадить деревья. بس حيوال زيشوش جانش داين هل أول وصجع أخا مهتك كذيكشين كأدون شو بيرش لوز مهتك خجوج مهتك حيز جوالس أوصلت نستريت الموسيقى دال حقلا ويقي بيحام خلطو جوج سقواح سي. А что касается строительного мусора, это необходимость, настаивают как жители, так и представители администрации. Бетонные блоки в данном случае выполняют функцию укрепления прибрежной линии, предотвращая угрозу оседания и разрыва берега. Другого выхода мы не видим, как бы укрепить вот этот берег. Вот еще раз, если пойдет такая мощная волна воды, он может просто дорогу снести. Поэтому мы как бы стараемся выйти из положения. Но этим же не вы должны заниматься. Ну не мы должны, вот что сделаешь? Приходится нам заниматься этим всем. То есть вы обращались, вот эту проблему не решили? Да. Однако, какие бы добрые цели ни преследовали, такие действия противозаконные. Согласно статье 8.13 части 4 КоАП, это нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. И влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 50 тысяч, на юридических от 150 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, глава администрации убежден, что действия министерства неправомерны и штрафовать нужно не местные власти. Намерен обратиться в органы прокуратуры. Вот Федеральное агентство по рыболовству Северо-Кавказское территориальное управление, я вот глубоко им благодарен за их работу. Они делают свою работу четко. Вот они пришли ко мне в кабинет, представили мне вот доказательства того, что там было мусор по реке Сунжи. Я им передал вот эти данные. Соответственно, они нашли этих хозяев этих земельных участков и оштрафовали их. Вот у меня 16 человек. То же самое я хотел бы, чтобы вот Министерство природных ресурсов проводило свою работу. А не кабинетные вот эти штрафы, вот, протокола, чтобы было все законно. Конечно, если бы береговую линию ответственные стороны своевременно укрепляли, возможно, людям не пришлось бы подручными средствами защищать водоохранную зону. И таких участков, которые нуждаются в берегоукреплении, в поселении много. Обращались и в Министерство природных ресурсов, у нас есть письма, которые мы отсылали. Обращались в МЧС, обращались в администрацию Назрановского района. Ну, в связи с тем, что вот сегодня обстановку мы видим, какая у нас. И никаких действий с их стороны не было? Нет, действия берегоукрепления провели именно берегоукрепление. Некоторые, вот, позапрошлом году было проведено берегоукрепление. Но это мало, очень мало. На этом список штрафов, выписанных местной администрации, не ограничивается. За экологические нарушения на 200 тысяч муниципалитет оштрафовала и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Ингушетии. И этот вопрос тоже планируют решить через правоохранительные
правоохранительные органы. Диана Дударова, Хасмагомед Майсигов. Новости 24. Грантовую поддержку для начинающих фермеров расширят. Постановление подписал Михаил Мишустин. В частности, речь идет об условиях создания рабочих мест. Теперь до 2 миллионов рублей сможет получить глава КФХ, даже если он работает один. И свыше 2 миллионов рублей, если привлечет нового работника. Еще одно изменение касается сельскохозяйственных кооперативов. Они смогут направлять средства гранта на покупку оборудования и техники. Кроме того, к заявителям больше не будет применяться требование об отсутствии задолженности по налогам и сборам, что также упростит для них получение грантов. Конец 12-го месяца обязывает к подведению итогов года. В Сунжинском районе строят ряд важных социально значимых объектов в рамках национальных проектов и федеральных программ. Новые школы, детские сады, дома культуры, газа и водоснабжения. Особый акцент на благоустройстве общественных территорий. О развитии района репортаж Зелимхана Калоева. Преображение с каждым годом. 2020 оказался для жителей и властей напряженным, но в то же время плодотворным. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, социальные объекты строились, дороги ремонтировались, развитие сельских поселений не останавливалось. Так, в Нестеровском в скором времени готовится к открытию второго по счету Дома культуры. Первый был построен в 1979 году. Его полностью отремонтировали. Уложили брусчатку, обновили фасад, окна, двери, провели внутренние работы. Установили лавочки. В общем, храм культуры не узнать, но его на 24 тысячи человек, а именно столько проживает в селении, недостаточно. Новый выделение земельных участков, новый микрорайон, так цена езжу гелыш, мотигер дал эндали ушер, объект шибах чакадан сдать это чакалижи. Новый дом культуры построили в рамках нацпроекта «Культура». До самого открытия осталось только несколько штрихов. Убрать все лишнее, привести в порядок двор и оборудовать помещение. Между тем, культурное преображение не обошли стороной и еще одно сельское поселение. В Алхастах в рамках того же нацпроекта капитально отремонтировали дом культуры 1972 года постройки. Полностью капремонт я его. Что наха ездишь, бобеж, ничего мероприятия проводите, чан учия, а мы санзут, мы с анчултя более комфортных условиях дал эндели мероприятия уже. Помимо прочего, в Алхастах на центральной улице проложили тротуар протяженностью 90 метров, установили скамейки, урны и освещение. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». В апреле одному из живописнейших сельских поселений республики исполнился 21 год. Пейзажи Бердюрта и местный колорит пока берут верх над социальной инфраструктурой. Водоснабжение наладили в 2019-м. Провели электричество, газ, продумано освещение. В общем, все постепенно налаживается. В селении 15 улиц. В Бердюрте проживают около 800 человек. Для них стараются создать все необходимые условия для жизни. А в марте этого года в селе состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. Поздравить сельчан с новосельем приехал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. У нас дети-то, им надо куда-то прийти, объединяет это, чтобы они учились музыке, чтобы они читали книги. Мы остальное все даем в семье. Долгожданный первый Дом культуры за всю историю села появился в 2020-м и в Чумульге. Пение, танцы, бисероплетение. Теперь у ребят есть возможность развивать свои таланты и заниматься любимым делом. Одни рисуют, другие лепят, джигиты шлифуют свои знания в танцах. Нравится танцевать? Очень нравится. Хотя иногда стесняюсь, но все равно нравится. В отдаленных сельских поселениях буквально вдыхают новую жизнь. Речь идет о Датыхе. Сегодня здесь слышен детский смех, а по вечерам в домах горят огоньки. Постепенно в свое родное село возвращаются люди, которые покинули эти места еще в 90-х. Здесь, на земле отцов, они обретают душевный покой и занимаются хозяйством. Семья Макшари Помархиева уже точно никуда не уедет. Впервые за долгие годы по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова в сельском поселении наладили газоснабжение. Газ хайважи
Власти республики приняли решение возродить сельское поселение и начали реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Здесь построена современная насосная станция с мощностью 55 кубометров воды в сутки и резервуар объемом 100 кубометров в рамках национального проекта «Экология». شانس خالص مي يواجه جاز حدواش خيدوس بقول بيع أسمع ببرنامج بريك يحكى شاخد يعني دوخ تيس تواس بيرم قدود حدو دوت الله تزنق به بتشاه Изменения в лучшую сторону произошли в самом крупном сельском поселении Сунжинского района. В Троицком проживают более 25 тысяч человек. Самым значимым событием уходящего года стало открытие сельской амбулатории. Старая 2 года располагалась в приспособленном помещении и уже не справлялась с потоком пациентов. Со строительством нового здания у нас эти условия появились, и мы стараемся в полном объеме оказать нужную медицинскую помощь нашим больным. Другой, не менее важный в жизни села объект – переправа на улице Мостовой. Ее реконструкцию начали после обильных дождей весной этого года. Тогда уровень реки Сунжа резко поднялся, из-за чего снесло опоры сооружения. Передвигаться по нему было небезопасно. Строятся соцобъекты и для самых маленьких жителей села. Новый детский сад уже ждет своего открытия. Он сможет принять 220 малышей и существенно снизит очереди дошколят. До 2024 года планируется построить еще 2 таких соцобъекта. А в южной части села строится новая школа на 720 мест. 5-е по счету общеобразовательные учреждения начали возводить 1,5 месяца назад. Завершить все работы планируют до конца следующего года. Активно в этом году решались и социальные проблемы жителей Сунжинского района. Так обновлены водопроводные сети сразу 3 сельских поселений. В тех же Мужичах и в сельском поселении Троицкое 2,6 километра водопроводных сетей. Тоже у нас большая проблема с ветхостью, с изношенностью водопроводных сетей. Повезло сельскому поселению Нестеровское с таким человеком, местный житель, который не хочет, чтобы его называли, поэтому я, наверное, называть его не буду, но он уже даже 3-й год ведет эту работу, болеет за свое село, поэтому вот в части водоснабжения в текущем году с его помощью проведена вот по части водоснабжения очень большая работа. Это порядка 10 улиц где-то по 650 метров водопроводных сетей было обновлено. А в Мужичи в этом году началась масштабная реконструкция спортивной базы. Объект возведен более полувека назад. Вдохнуть новую жизнь в спортцентр удалось благодаря федеральной программе. Жилые и административные здания отреконструировали. Все это позволит существенно улучшить условия для спортсменов. Одновременно здесь могут заниматься свыше 300 человек. Так что 2020 оказался результативным по многим направлениям для сельчан. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. МЧС региона информирует жителей республики о приближающихся заморозках. С середины и до конца недели в Ингушетии ожидается снег и местами мокрый снег с сильными осадками. Температура понизится до -5, -10. В горной части региона до -15 градусов. Автолюбителей призывают сменить резину на зимнюю и быть бдительнее на дорогах. Капризы погоды могут отразиться и на работе строителей, но пока в Плиеве, где строят спортивные площадки для занятий воркаутом, все идет по графику. Для активной молодежи здесь предусмотрят турники, брусья, беговые и силовые тренажеры, ну а также мини-поле. Строительство стало возможным благодаря реализации федеральной программы по развитию сельских территорий. О качестве и сроках строительства сюжет нашего корреспондента. Мини-поле уже имеет свои очертания, работы идут полным ходом, до сдачи осталось совсем немного. По итогам реализации этого проекта жителям Плиева будет представлен спортивный объект, включающий в себя как огражденное мини-поле, так и воркаут-площадку, где они смогут проводить свой досуг даже в вечернее время, благодаря освещению. Сейчас рабочие на завершающей стадии строительства. Бригада из 9 человек с помощью бульдозера продолжает возводить оздоровительную площадку. По словам Ибрагима Мусиева, холод не помеха, так как бетонные работы завершены. Также он делится, что полюбоваться долгожданным объектом вечером собирается и местная детвора.
Работы были начаты еще в конце октября. За это время удалось полностью подготовить основание из грунта площадью более 1000 квадратных метров, возвести навес для укрытия от дождя, оборудовать воркаут-площадку турниками, брусьями, беговыми и силовыми тренажерами. Но основное – это мини-поле. Огородили его сеткой и покрыли искусственным газоном. Площадка для игры в футбол имеет длину в 40 метров и ширину в 20. Такой важный социальный объект строили, учитывая все нюансы. Но это еще не все, что предстоит доделать группе рабочих. В принципе, если так по периметру посмотреть, видно, что бетон нужно. Мы его будем покрывать специальной резиновой плиткой резиновой. Вот, будем ее полностью покрывать. Потом, и чуть-чуть расчесать поле осталось. Тут видно, что есть небольшие черные точки. Это все нужно вручную расчесать. Основание воркаут-площадки будет залито уплотненной резиной. Это избавит детей от травм. Это первая площадка в селе, так что молодежи будет много. Рядом детский сад и вдобавок строят ясельную группу и школу. Предусмотрит между соцобъектами асфальтное покрытие и тротуарную дорожку. А в начале Нового года приступит к возведению еще одной спортплощадки. Мы попросили, чтобы нам построить две площадки. Значит, одна здесь находится, и одна будет строиться внизу, там, серия Плиева, в сторону Барсуков, на улице Катиевой, там, внизу. Ну, сейчас там идут подготовленные работы, вроде бы. Завезены там сетки, завезена там, значит, мы выгружали там сетку для того, чтобы огородить эту площадку там. Вот. Ну, там нулевой цикл еще надо будет провести. Пока работа здесь производится. В случае снижения температуры, возможно, работы придется приостановить, отмечает подрядчик. Но это не затянется надолго. На строительство площадки были выделены деньги из федерального бюджета. Половину затрат взял на себя генподрядчик. Дана Плиева, Адам Гулоев, Хасмагомед Майсигов. Новости 24. Роль Деда Мороза примерили на себя учащиеся гимназии Назрани. В преддверии самого волшебного праздника они навестили с подарками воспитанников Центра непрерывного образования в селении Нижние Очелуки. К слову, это не первая такая акция, которую проводят гимназисты. Традиционно для сверстников школьники готовили большое праздничное представление. В нынешних условиях игры и веселые конкурсы пришлось отменить. Но свою главную награду – улыбки детей – организаторы получили. Мы уже 6-7 лет этим занимаемся. Проблемы как таковой у нас нет. Да, конечно, обстановка сложная, но несмотря на все это, я еще раз повторюсь, родители наши принимают активное участие в этой работе. Дети, только начинается конец ноября, они начинают говорить, Лейла Берснакиевна, а мы что, не будем в этом году собирать там, ездить к этим детям больным и так далее. Желание наших детей, родителей превыше всего, поэтому мы всегда здесь, каждый год. Я бы хотела выразить вам благодарность, огромную благодарность гимназии номер 1 города Назрань за то, что они каждый год приезжают к нам с подарками, не забывают про наших детей. Даже дети, как мы все знаем, особенные дети, для них это бывает очень приятно, они все это очень ценят. Пускай они и маленькие, но они все прекрасно понимают, что наступил Новый год, что вот про них вспомнили, что им принесли подарки. 1 декабря завершились сроки оплаты имущественных налогов. Тем, кто не расплатился по квитанции вовремя, теперь начисляются пени. За год сумма может увеличиться на 10%. О последствиях просрочки и налоговых послаблениях из-за коронавируса расскажет Амина Бокова. С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Это система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности. В связи с этим до конца нынешнего года налогоплательщикам необходимо подать в налоговую службу заявление о переходе на другой специальный режим. Если такое заявление не поступит, то налогоплательщики перейдут на общий режим, сообщают специалисты. Подходящий режим налогообложения наши налогоплательщики могут выбрать на сайте ФНС. То есть там есть такая услуга подобрать новый специальный налоговый режим. Также хотелось довести до наших налогоплательщиков, что у нас с 1 ноября 2020 года введен на нашей территории, нашей республики, новый специальный налоговый режим. Это налог на профессиональный доход, так называемый самозанятый. Это налог очень прост в своем применении. То есть нашим налогоплательщикам нужно просто скачать в мобильном приложении данный налог.
Поспешить с оформлением документов нужно и налогоплательщикам, которым полагаются меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о предоставлении до конца года субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Например, по Республике Ингушетия у нас было подтверждено 604 заявления о выплате указанных субсидий, и выплачена сумма почти в 13 миллионов рублей. То есть эти меры поддержки были оказаны во втором квартале, и выплаты проходили вплоть до конца второго квартала, то есть июнь этого года. Всего в Ингушетии зарегистрировано 213 организаций и 741 индивидуальных предпринимателей, которые могут воспользоваться данной безвозмездной субсидией при условии соблюдения определенных требований, указанных в постановлении правительства страны о мерах поддержки. Каждому из налогоплательщиков были направлены уведомления о возможности получения субсидий. Заявлений было 604 подтвержденных, и при этом в отношении более 1000 налогоплательщиков, то есть имеется в виду, что подразумевала эта поддержка для выплаты зарплаты работникам, для добросовестных налогоплательщиков, которые сохранили свой штат в количестве не менее 90% от мартовского, плюс которые не имели задолженность, точнее имели задолженность менее 3000 рублей и относились к пострадавшим отраслям экономики. Им выплачивались в отношении каждого сотрудника, и если обратился индивидуальный предприниматель, в отношении него тоже минимальный размер оплаты труда. Отметим, что в июне 2020 года в Ингушетии были приняты несколько республиканских законов, предусматривающие снижение налоговых ставок и предоставление льгот по транспортному налогу на имущество организаций, патентной системе налогообложений. По упрощенной системе налогообложения была снижена ставка, например, для налогоплательщиков, которые были зарегистрированы после 1 января 2020 года, ставка была снижена вплоть до 0%, а для тех, которые ведут базу как доходы минус расходы, для них 3% и по доходам 7% соответственно. То есть снижение шло с 6 и 15%. Говоря об оплате налогов, срок для всех россиян един – до 1 декабря каждого года. Это если речь идет о налоге на имущество, транспортные и земельные участки. Жителей, которые не оплатили задолженности вовремя, ждут штрафы и проценты. Если налог не оплачен, начисляется пеня. За каждый день просрочки будет начисляться пеня на весь остаток задолженности, который не оплачен. Налоговый кодекс предусматривает направление уведомлений нашим гражданам, то есть всем гражданам Российской Федерации, в том числе и жителям Республики Ингушетия, за 2 месяца до наступления этого срока 1 декабря, чтобы мы успели оплатить свои налоговые обязательства. Тот, кто не успел, тому уже будет начисляться пеня, и они должны оплатить уже в соответствии с суммой пени. Оплатить просроченные счета можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, через МФЦ или портал госуслуг. Амина Бокова, Магомед Белакеев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.